вместе с радио «Эхо Москвы». Послесловие с Азаматом Саитовым. Добрый день! В прямом эфире уфимской радиостанции «Эхо Москвы», авторская программа «Послесловие», студия Азамат Саитов. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в Фейсбуке, Ютубе. Итак, мы начинаем. Для начала признаемся в том, что в отличие, скажем, от ноября времен СССР, первая декада месяца не добавила в душе праздничности. День народного единства, которому у нас натужно пытаются приучить последние десятилетия, не стал для всех нас красной датой. Кумачева 7 ноября и вовсе отмечать нынче не принято. Осталось вроде как 10 число, старшему поколению известное как День милиции, а в нынешнем летоисчислении День работников органов внутренних дел. Но при этом народность даты, увы, исчезла. Отмечают его в большей степени лишь профессионалы. Сегодня в гостях у программы «Послесловие» два представителя этой сферы. Первый из числа ветеранов МВД, хорошо известный старшему поколению, полковник милиции в отставке. Я не оговорился, именно милиции, но об этом чуть позже. Возглавлявший в начале лихих 90-х республиканский уголовный розыск, а позже в течение 8 последующих лет УВД башкирской столицы Тагир Фарахов. И начальник Уфимского юридического института МВД России, полковник полиции Алексей Ханахмедов. Приветствую и вас. Добрый день. Добрый день. Я, наверное, начну, Тагир Гималевич, с вопроса к вам. Вот 10 ноября поздравлял знакомых ветеранов, коих немало среди тогдашнего МВД, вас, Мартынова, Деваева. И всем понравилось, что поздравлял я их с Днем милиции, а не полиции. Вот и вы себя накануне эфира на автомате вы представились, полковник милиции в отставке. Вот почему? Ну, это просто. Дело в том, что в 1973 году, после окончания Свердловского юридического института, очно я там учился, я приступил к работе следователем Советского РОВД города Уфы. Впоследствии он стал при мне еще районное управление РУВД города Уфы. Когда я начинал службу, милиция, она была и называлась рабоче-крестьянской, всенародной, советской милицией. Народ ее любил, потому что сотрудники милиции по всей нашей стране были плоть от плоти народа, от народа. Коллективы трудящихся, предприятия, организации, комсомол, КПСС направляли лучших граждан нашей страны, имеющих определенное образование и опыт работы, давали направление на службу в органах внутренних дел тогда. Я впоследствии уже, когда приобрел опыт, начал занимать определенные начальствующие должности, сам нередко принимал участие на собраниях коллективов трудящихся, которые выдвигали того или иного их сотрудника рабочего или служащего, давали рекомендацию на работу в органы внутренних дел. Этот человек, когда получал такое направление, прибывал к нам на работу, устраивался. Не менее 2 раз в год он обязан был возвращаться в свои трудовые коллективы и отчитываться о той работе, которую проводит милиция. То есть он чувствовал ответственность не столько перед командованием райотдела, сколько перед коллективом, который его делегировал туда. Конечно, у него была двойная ответственность и перед законом советской милиции, и присягу, которую он давал. Ну, Тагир Гималевич, ну ведь это хорошо доброе прошлое, которое мы знаем из книг, из фильмов. Но, тем не менее, почему, сегодня так уж получилось волею судеб, что Дмитрий Медведев, бытность своим президентом, решил переиначить милицию в полицию. Но почему вы все-таки
как-то так вот себя все позиционируете все-таки сотрудником милиции? Это очень просто. Когда я уходил на пенсию, я еще работал в милиции. Это уже после моего ухода тогдашний президент Дмитрий Анатольевич Медведев решил переименовать милицию в полицию. То есть у вас сегодня предубеждение вот, к смене вывески? В преддверии вот этого события, хотя народ просил сделать всенародный референдум по этому вопросу, да, стоит переименовывать, не стоит. Референдум проведен не был, а был проведен интернет-голосование. Но поскольку тогда интернет особо развит не был среди населения и так далее, и даже при том случае интернет-голосование показало, что около 90% населения было против переименования этого. Такая же история, как в начале 90-х с распадом СССР, когда большая часть населения высказалась за сохранение СССР, но тем не менее. Понятно. Вот поэтому вот так оно и случилось, что, уходя на пенсию, я ушел официально полковника милиции в отставке. Понятно. То есть я в полиции как бы не служил. Предубеждения такого нет к нынешнему названию. Нет, конечно. От названия ведь мест слогам не меняется. Вот это я и хотел услышать. Нет, конечно нет. Хорошо, вот вопрос тогда к вам обоим, чтобы у нас Сергей Сефедович, Алексей Сефедович не заскучал. Вот раньше народ и милиция были на одной стороне, преступность с другой. Вот сегодня такого четкого водораздела нет, как мне кажется. Вот недоверие, страх перед человеком в форме становится вот привычным состоянием для определенной части общества. Вот как вы считаете, почему? Сергей Анатольевич, раз вы разговорились уж, начните вот с ответа на такой вопрос. Это большой вопрос, его одним словом не скажешь. Нет, понятное дело, у нас, конечно, эфир тоже я бы не сказал, ограниченный, поэтому что такое вот полное отрицание идет. Дело в том, что мы учились у фронтовиков, участников Великой Отечественной войны. Я вот, собственно, сам лично, да, и мои коллеги. Я еще застал эту категорию людей, которые, придя со фронта молодыми, поступили на службу в органы внутренних дел, и они нас учили. Вот их отношение к службе, их отношение к людям было настолько видимым, да, доброжелательным. Они соскучились по гражданской, по мирной жизни, по гражданским профессиям, да. Они оберегали людей от всех форм злодейства, там, от всех форм преступности и так далее. Они могли снять последнюю рубашку, отдать, но тем не менее, почему сегодня общество, может быть, не с такими распахнутыми объятиями порой встречает человека в форме? Это зависит от руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации, во-первых, от региональных руководителей. Только вы считаете? Не только. А не поменялось ли общество? Нет. Общества нет? Нет, подожди. Общество, естественно, в динамике. Оно постоянно в динамике, оно постоянно развивается. Но отторжение и непринятие происходит всегда по вине определенных лиц. Это не круг какой-то большой, круг людей, а одних лиц. Давайте Алексею Сефедовичу слово. Спасибо за то, что предоставили слово. Не хотел перебивать. Правильно было отмечено непростой вопрос, на который так сразу не отвечу. Но я категорически не согласен. Сразу хочу сказать. В том, что сейчас мы не можем, как правильно было сказано, разделить полицию от преступного мира. Очень даже легко можно разделить. Нет, никто не говорил, что преступность и полиция, скажем так, вот... Говорили. Нет. Может быть, я неправильно понял тогда. Но, знаете, вот обыватели, они в большей степени свое мнение формируют, в том числе на средствах массовой информации, на сети интернет. Это сейчас модно, распространено. К сожалению, превалирует информация со знаком минус. К ней больше интереса, подогревается она. Я, кстати, принимаю ваш упрек в сторону моих коллег. Вот положительные примеры, положительные моменты,
когда наоборот, с распростертыми объятиями, в кавычках, может быть, где-то граждане, общество, они хотят видеть сотрудника полиции и видят его. Алексей Светович, хорошо. Вот я бы, например, как журналист, с удовольствием бы каждый день рассказывал о положительных примерах. Но где я как узнаю? Потому что сегодня прийти герою какого-то, скажем, происшествия невозможно, потому что для этого надо пройти вот такую сложную диагональ через республиканские пресс-центры. Если речь идет о резонансном, скажем, событии на страну, то и через ведомство Колокольцева. Понимаете? Да нет. Гласность ведь уже в вашей структуре, она ограничена. Насколько это возможно, конечно. Я, конечно, возможно, отчасти понимаю, что это может быть какой-то инстинкт самозащиты от людей в погонах. Держаться подальше от этих СМИ оголтелых, которых интересует только желтая новость. Ну, есть, конечно, и правда в ваших словах, но вы зря говорите, что недоступна информация про наших коллег, про моих коллег, которые, рискуя жизнью, своим здоровьем, спасают обычных людей. И зачастую они спасают, часто они спасают, не находясь на рабочем месте, а, например, там случайно стал свидетелем той или иной ситуации, не задумываясь, рискуют своей жизнью и здоровьем. Это есть, никто не спорит, это так есть. Я просто продолжение мысли, вот, которую вы, скажем так, озвучили, что закрытая информация. К сожалению, вот, повторюсь, но не настолько она почему-то популярна. Людям не хочется слушать, кто у нас герой, а хочется слушать, кто у нас антигерой. Вот, кстати, в том числе я понимаю, конечно, что вот те, кто сегодня нас слушает и потом будут смотреть в социальных сетях, и уже смотрят в социальных сетях, наверняка думают, а спросит ли Саита вот о той самой теме. Я эту тему решил коснуться вот так вот, глядите. Я не буду обсуждать с вами этот недавний резонансный случай в Уфимском РОВД. Я еще тогда по горячим следам, буквально через пару дней после того, как появились в СМИ первые публикации, я тогда еще в эфире «Эхо Москвы» сказал, что не одобряю этот информационный ажиотаж, что пусть разбирается следствие, а мы там, мол, посмотрим. И вообще такое вот могло произойти, вот я честно знаю, что и в чиновничьем кабинете, и в деловом офисе, и даже, вот, да простят меня коллеги, и в редакционном коллективе. Запросто. Но, вот на том же эфире я тогда высказался вслух о том, что внимание журналистов и прочих любителей желтых новостей вызвали, скорее всего, не персонажей, а ведомства, к которым они относятся. Вот я тут прав, и если прав, то почему? Ну, конечно, правы. Ведомство... принадлежность к ведомству, само собой, предполагает излишнее, возможно, где-то внимание. Злорадное внимание причем. Ну да, согласен, злорадное внимание. Ну, не хочу давать никаких комментариев и оценки, да и не имею права это делать до окончания всех. А вот вы можете объяснить вот этот феномен вот этого внимания, злорадного внимания, ехидного внимания и обывателя, и репортеров желтых? Для меня объяснение трудно подобрать. Вообще как-то... Хорошо. Вряд ли я отвечу на этот вопрос. Сергей Геннадьевич, вот рассудите нас. Вот я высказал свою точку зрения, почему вот этот резонансный случай вот, ну, стал просто топовой новостью. Хотя подобное могло произойти где угодно. Хоть на буровой у нефтяников, хоть в магазине в подсобке, хоть где. Ну, беда именно в конкретном случае. Это высокопоставленные сотрудники, во-первых. Люди, имеющие большие погоны, да. Ну, я не, ну подождите, но вместо вот человека в погонах мог оказаться, скажем, президент большой корпорации. И что? Это было бы примерно то же самое. Да нет. Вот. Такого ажиотажа не было. И сама формулировка, неординарность этого преступления, дикой формы там и так далее, это, наверное, одна из главных причин, которые вот подняли вот этот ажиотаж. А средства массовой информации и ведомства не смогли своевременно, сразу же, как бы притушить этот вопрос и сказать: друзья или граждане, пожалуйста, ажиотаж не создавайте, давайте мы сначала разберемся, доведем потом
до вас, а в финале уже потом поговорим. Все промолчали. Ведь даже временно исполняющий обязанности руководителя нашего региона был вынужден Попросить попросить, да, журналистов, да, чтобы и вообще социальный не педалировать мир, тему эту, да. Да, сказал. Ну, хватит. Хватит. Он правильно сказал. И я сам тоже высказал в соцсетях этот вопрос, я тоже обозначил и тоже попросил людей, не надо. Дождемся окончания расследования, дождемся суда в конце концов, а потом будем это самое. И я не думаю, чтобы Деев, министр внутренних дел наш, да, руководство МВД нашей республики или руководство МВД Российской Федерации не обсуждает этот вопрос и не изучает его. Это причины, да, в первую очередь. И какие-то выводы, естественно, будут. Я не хотел касаться изначально этой темы, но вот так как-то у нас вот мы сцепились с Алексеем Федоровичем за эту тему, поэтому я вынужден был. Я не цеплялся. Зря. Хорошо, давайте лучше вот перейдем на другую тему. Вот, Игорь Гималевич, вот вопрос, который я задавал Алексею Федоровичу при нашей первой летней встрече в эфире «Эхо Москвы», когда вот страна отмечала 300-летие российской полиции. Вот мне теперь интересно услышать ответ ветерана советской милиции. Вот я тогда у него спросил, что вот мы, особенно старшее поколение, хорошо помним литературу прежних лет. «Город принял», «Огарева 6», другие вот эти хорошие книжки, добрые повести, романы о милиции. Вот почему сегодня не пишут такие книги? И почему о работе правоохранительных органов сегодня больше мы видим сериалы типа «Ментовских войн», «Улицы разбитых фонарей». Вот что в нашем обществе надломилось и когда? Надломилось. Я говорил уже, что общество всегда в динамике находится, в каком-то развитии. Но вот это развитие, оно в любом случае всегда зависит от первых лиц страны. От тех людей, которых окружают, и от тех людей, которые возглавляют те или иные направления деятельности общества в целом. Если где-то в какой-то сфере или в каком-то узле есть сбой, или люди некомпетентны и не могут руководить вот этими направлениями и влиять на это, всегда общество идет по другому направлению. Ну, не скажу, что это бардак там и так далее, но это беспорядок, это неправильное явление. Любое явление надо регулировать, надо воспитывать людей, надо воспитывать личный состав. Именно в том духе, как видит это направление и развитие, скажем, наши первые руководители государства. Хорошо, но ведь Первый стили и методы нашего руководства в данном случае сферы МВД, это ведь не только, наверное, какие-то действия, но, наверное, еще и нужно учитывать, что меняются люди, меняется политический фон на улице, меняется отношение людей к вчерашним каким-то извечным догмам, нет? Если людям и обществу правильно подносить правдивые события или факты, или предложения по развитию дальше, правильно все это делать, то никаких перекосов никогда не будет. Люди будут все это воспринимать правильно. Вакуум, вот этот, он всегда восполняется вот этим ажиотажем в соцсетях, в средствах массовой информации. Люди проявляют определенное недовольство. Ведь не секрет, даже вот если взять по нашей республике примеры, нет, там возникают какие-то серьезные конфликты в обществе. Ну, скажем так, как, например, произошло несколько таких событий в нашем Зауралье, да? Последний из них буквально вчера или позавчера. Да, 2 или 3 там курдов вот побили местного башкира. Это разве нормальное явление? Ну, это же бытовуха. Это бытовуха, но как это подается? Не надо. Это не бытовое. Вы понимаете, любое движение должны были, те люди, которые должны этим заниматься и это видеть, они должны были все это заранее предусматривать. Если все это идет на откуп улицы,
эти явления будут развиваться дальше. Сергей Валерьевич, у нас сейчас приближается время первого ухода на новости. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире авторской программы «Послесловие» я Азамат Саитов. У меня в гостях ветеран башкирского МВД, полковник милиции в отставке Тагир Фарахов и начальник Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, полковник полиции Алексей Ханахмедов. Не уходить далеко от своих приемников. В Москве 13 часов 30 минут. Добрый день, новости. Новый глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов, может вступить в должность уже в четверг. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы республики Михаил Развожаев. Он добавил, что сам, скорее всего, не будет присутствовать на инаугурации. В Хакасии в воскресенье прошел второй тур выборов. Единственным кандидатом оказался Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ. Все участники первого тура снялись с выборов. Коновалову для победы нужно было набрать более 50% голосов. По данным Центра избиркома, кандидат набрал более 57,5%. «Лукойл» подписал соглашение с Министерством энергетики и Федеральной антимонопольной службой о стабилизации цен на бензин, сообщает РИА со ссылкой на главу компании Вагита Аликперова. К соглашению о заморозке цен на топливо должны присоединиться 10 компаний, в том числе «Роснефть», «Газпромнефть» и «Нефтегаз Холдинг». В конце октября правительство и нефтяные компании договорились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо до конца марта 2019 года. В противном случае премьер Медведев угрожал ввести заградительные пошлины. Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу о массовом убийстве в Кущевке, утверждает, что у него нет привилегий в колонии. Фотографии с икрой и крабами – это подделка, заявил Цеповяз в видеообращении, которое поступило в Интерфакс. Видеозапись не опубликована. Ранее ФСИН назвала подлинными фотографии, на которых Цеповяз ест икру и краба в колонии, жарит шашлыки и пользуется мобильным телефоном. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии, где содержатся заключенные. Ранее стало известно, что Цеповяза лишили благодарности от руководства колонии. Правительство утвердило перечень индивидуальных средств защиты для прокуроров, которыми они будут снабжаться за государственный счет. Такое распоряжение подписал премьер Медведев. В приложении к документу перечислены 3 вида средств личной защиты. Это средства раздражающего действия, жилеты и шлемы отечественного производства, сообщает РБК. По закону прокуроры имеют право на ношение боевого ручного стрелкового оружия. Перечень моделей утвержден отдельным постановлением правительства в июне 1999 года. Периодически в список вносятся изменения. В России будут штрафовать на 5000 рублей за опасное вождение. Соответствующие поправки в административный кодекс подготовила госавтоинспекция. В ведомстве рассчитывают, что документ будет принят до конца года, сообщает ТАСС. Опасными маневрами ГИБДД называет, в частности, перестроение при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции, препятствование обгону и резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения аварии. Доллар на завтра 67 рублей 52 копейки. Евро стоит 76 рублей 9 копеек. Это курсы Центробанка. В Москве завтра небольшая облачность, без осадков. Ночью до минус 10 градусов, а днем завтра 0-2. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. Реклама. Сделаем транспорт в Уфе лучше. 15 ноября журналисты и волонтеры проведут суточный медиамарафон «Уфология. Какой транспорт нужен городу?». Следите за новостями сутки напролет на mkset.ru. 15 ноября мы узнаем все о транспорте. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор» 2 900 900. Университет «Синергия» представляет 26 и 27 ноября. Москва. Олимпийский. Главное бизнес-событие года. Synergy Global Forum. На сцене настоящий волк с Уолл-стрит Джордан Белфорд. Обладатель «Золотого глобуса» Ричард Гир. Актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал. Специальный гость чемпион мира UFC Хабиб Нурмагомедов. Билеты почти закончились. Узнайте больше на synergiaforum.rf. Возрастное ограничение 16+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».
енот. Янут. Раненый енот. Яралы янут. Раненый енот. Яралы янут. Жители Благовещенска обнаружили и спасли раненого енота. Благовещен қалаһында яшәүселәр яралы янутты табып алып коткаргандар. Жители Благовещенска обнаружили и спасли раненого енота. Благовещен қалаһында яшәүселәр яралы янутты табып алып коткаргандар. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Послесловие с Азаматом Саитовым. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Это программа «Послесловие». Я Азамат Саитов, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. И у меня в гостях сегодня ветеран башкирского МВД, полковник милиции в отставке Тагир Фарахов и начальник Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, полковник полиции Алексей Санахмедов. Алексей Сефедович, вот вопрос к вам такой. В этом месяце ровно год, в ноябре, как возглавили Уфимский юридический институт. Вы даже, похоже, об этом не задумывались, а я вот все это помню. Вот скажите, пожалуйста, что изменилось в вашем понимании нюансов преподавания полицейских наук? Будете удивлены, ничего. Ничего не изменилось. Подход преподавания, ну, по крайней мере, мое мнение, если говорить о подходе, оно достаточно давно сформировалось. Ничего нового добавить, пожалуй, вряд ли можно. С другой стороны, Ну, год башкирского опыта, наверное, что-то, скажем, добавил такое существенное, нет? Ну, во-первых, я должен сказать, что год в должности начальника Уфимского, я ведь до этого не был первым лицом в образовательной организации, курировал чисто образовательную деятельность в одном из вузов МВД России. Конечно, как и руководитель, многое что узнал, многое что для себя почерпнул. Все это на фоне особенностей Уфимского юридического института. А есть особенности у Уфимского юридического института? Ну, конечно, есть. Вот вы летом мне сказали, что это один из крупнейших вузов вашего профиля институтов России. Да. Один из крупнейших институтов, поэтому должен сказать, что достаточно только сказать, что обучаются у нас ребята из 54 регионов Российской Федерации. То есть мы выполняем заказ значительного числа территориальных подразделений МВД России. Кстати, давайте сразу поясним для радиослушателей, что у вас только целевое направление. То есть человек с улицы, вот АДЭК я поступлю, это никак у него не получится. Ну, как простой гражданский вуз. Он пришел, подал документы, вот хочу. С 2018 года вот в таком понимании тоже возможно поступить в Уфимский юридический институт, но целевое... то есть без направления от территориальных органов МВД? Целевое, само наименование целевое предполагает наличие уже контракта, обязательства отработать определенное количество времени после окончания. А если человек с улицы пришел, тогда? Напрямую к нам в институт. Называется это прямой набор. И он дает согласие проработать после окончания в любом регионе Российской Федерации. Сколько? Не менее 5 лет. Хорошо, вот я знаю, что у вас автоматически любой первокурсник сразу становится сотрудником МВД, да. А вот тот, который поступил, то же самое? Никаких различий между ребятами, которые идут от регионов и которые согласились на прямой набор, различий нет никаких. Хорошо, тогда вот вопрос к вам обоим, чтобы у нас уже и Тагир Гималевич не скучал. Вот подготовка завтрашних блюстителей порядка – это выверенная, четко построенная, замешанная на последних достижениях науки действа. Но нет базовой идеологии, на которой воспитывалась милиция времен СССР. Вот это плюс или минус? Базовая идеология. Идеология, по которой жила страна. Хорошее словосочетание, но
есть традиции и опыт той же советской милиции. Мы сейчас основываемся в том числе и на тех традициях, которые были заложены в лучших традициях. И мы это ни в коей мере не забываем. Но эта идеология, получается, все-таки, знаете, внутреннего пользования. Извините за, может быть, корявость словосочетания, но, понимаете, Тагир Гамалеевич говорил, что сотрудник милиции, он не только перед своим руководством был подотчетен, но и перед трудовым коллективом. То есть, по сути дела, в то время милиционер мог на груди рубаху рвануть не только ради трудового коллектива, ради начальства, а еще ради страны. Сегодня какая идеология может быть применена на практике с завтрашним блюстителем порядка? Согласен, что с точки зрения идеологии, конечно же, много что изменилось, но, поверьте мне, готовы рвануть рубаху на своей груди ради граждан, ради общества. И вообще в нашем диалоге, в нашей беседе, такое ощущение, что вы грустите по советским временам. Нет. Дело в том, что меня присутствие двух эпох в одной студии, оно как-то подталкивает на то, что невольное сравнение. Согласен, что эпоха Советского Союза была масса достоинств, масса положительного. Мы стараемся, может быть, повторюсь, порядок организации нашей системы, по крайней мере, образовательной организации, максимально, чтобы себя вобрал положительный опыт тех времен. При этом, естественно, мы не можем как-то закрыться, двери закрыть изнутри и полностью оградить наших курсантов, вчерашних школьников, старшеклассников от общества, которое есть в настоящее притворного влияния общества. Хорошо, Тагир Гамалеевич, вы как ответили на то, что сегодня, в отличие от вашего поколения, от вашего времени, милиционер и сегодняшние полицейские, они живут в разных идеологических фонах? Учебные заведения системы МВД, они были, есть и будут, поскольку наше общество в этом нуждается. Высшее учебное заведение, как Уфимский юридический институт в составе МВД, естественно, он выполняет ту задачу, эту программу, которая расписана четко, ясно. Она основывается на законах нашей Российской Федерации и на передовых опытах борьбы с правонарушениями, с преступностью в целом. Много, я знаю, сейчас внедряется специальной техники, для слушателей и студентов. И они никогда не отличались и не были в разрыве от населения, от той жизни, которая происходит здесь. Я не понаслышке знаю, что там всегда был и есть мощный, квалифицированный состав профессорско-преподавательских кадров. Это в основном от практики. Те люди, которые прошли ту или иную службу в действующих подразделениях. В сапогах на земле, как обычно говорят. Конечно. И, естественно, идеология для них это главное хорошо учиться, воспринимать именно те знания, которые им дают, и чтобы потом могли применять в практической деятельности. Понятно. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире авторская программа «Послесловие» Азамат Саид. И у меня в гостях ветеран Башкирского МВД, полковник милиции в отставке Тагир Фарахов и начальник Уфимского юридического института МВД России, полковник полиции Алексей Ханахмедов. Тагир Гамалеевич, вы являетесь на сегодняшний день президентом Башкирского регионального отделения Всероссийской полицейской ассоциации. И наверняка вы встречаетесь с коллегами из других не только регионов, но и, наверное, и стран. Какого мнения они о российской полиции в целом, сегодняшней полиции, в профессиональном плане, человечности, гуманности? С 2010 года меня избрали президентом регионального отделения полицейской ассоциации в Республике Башкортостан.
Это структура, которая объединяет правоохранителей. Только профессионалов, да? Это структура, она, само название полицейская ассоциация, она вообще в составе Международной полицейской ассоциации. Международная полицейская ассоциация была создана в 1947 году, а в 1950 году она приобрела статус международной и постепенно стала прирастать странами, государствами, ну, в рамках, скажем, филиалов, отделений, там, да. Всероссийская полицейская ассоциация образовалась в 1992 году и тоже постепенно стала прирастать своими регионами. Башкирское региональное отделение возникло в 2007 году. Естественно, по роду общественной работы мы общаемся не только с руководителями региональных отделений России, вот, но и зарубежными секциями. Ну, там Интерпол, еще другие структуры. Не, Интерпол это ни при чем, это общественная организация. Причем Международная полицейская ассоциация это единственная общественная организация, представленная в ООН как совещательный орган. Хорошо, и какого мнения они, вот все-таки, чтобы нам далеко не уходить от темы разговора? Очень высокое мнение о нас, как о профессионалах. Имеется в виду не о членах ассоциации, а о сегодняшнем. О работе, да. Это, вы знаете, отношение всегда было. Я даже когда работал на практической деятельности, я выезжал и в Англии бывал, и в Германии, и в Финляндии, да, и в Польше, и в Болгарии, в разных. Я везде встречался со своими коллегами. Они меня и до сих пор помнят, и мы даже до сих пор общаемся. Выезжая на соревнования, скажем, у нас есть команда по мини-футболу. Дважды в год в Голландии, скажем, да, осенью в октябре месяце и в мае месяце в Испании на острове Майорка проходят всемирные соревнования по мини-футболу. Естественно, до 200 команд туда приезжает со всего мира. И я имею возможность общаться со всеми. Ну вот что, такой хорошо, вот даже эпизод, да. Какую вот особую отличительность российского полицейского они отмечают в первую очередь? Они уважают нас за профессионализм раз, за человечность, порядочность два, открытость, да, смелость, бескорыстность. У нас они всегда удивлялись и удивляются работе наших полицейских. Это не нормированный рабочий день, да, это отсутствие спецтехники, скажем, транспорта и так далее, и так далее. Вот это вот бескорыстное служение их всегда удивляло и удивляет до сих пор. У них же все регламентировано. Вот он пришел в такое-то время, да, и до такого-то. Там есть преступление, нет преступления. Если у него рабочий день закончился, он встал и ушел. Вы представляете, да? Если ему не доплатили за какие-то часы или за какой-то выход, поднимается шум. У нас же такого нет. У нас ненормированный рабочий день. Был, есть, он и всегда будет. Зря, конечно, мы этим гордимся. Что нет, как не гордиться? Так нет, это может специфика работы, она не может быть регламентирована. Надо вот создавать условия для наших правоохранителей, чтобы они тоже работали и отдыхали по-человечески. Это другой вопрос. Хорошо. Сергей, Алексей Сергеевич, вот скажите, пожалуйста, вот какую мотивацию при выборе профессии чаще всего называют сегодняшняя молодежь? Мотивация. Почему он идет в органы? Или хотел бы стать завтра полицейским? Ну, мотивов много. Основной мотив, превалирующий мотив, это желание служить своему государству, желание защищать свое общество. Но, к сожалению, есть мотивы чисто обывательские, где-то, может быть, меркантильные. Но в течение года-двух такие люди понимают, что, скорее всего, ошиблись с выбором профессии и, как правило, покидают учебное заведение, переводясь в гражданский вуз и выбирая работу. Они сами покидают или им помогают покинуть? Мол, брат, ты не туда зашел. Сами, конечно, но если человек пишет заявление, прошу вас меня перевести, либо отчислить по собственному желанию, естественно, мы пытаемся выяснить и разговариваем, что же случилось, но
очень много случаев, когда ребята говорят, что да, мы ошибались. Хорошо, вот тогда вот такой тоже непростой вопрос. Вот глядите, вот, в частности в вашем юридическом институте, мы уже с вами говорили тоже, есть такая дисциплина педагогики и психологии деятельности, педагогика, психология деятельности сотрудников органов внутренних дел. Вот понятно, что из правоохранителей делают знатоков человеческих душ. Но не кажется ли вам, что не лишним было бы изначально обратить внимание на укрепление психики вот, самого будущего правоохранителя? Вот почему я так говорю, все-таки у вас служба не мед. Столько насмотришься на работе, и кровь, и слезы людские, и опасности всякие, не в каждом кино о войне вот такое увидишь. Вот у нас в республике вот только в этом году, насколько мне известно, произошли суициды среди полицейских. Вот как вы считаете, может быть, не только психологию возможного будущего, скажем, преступника изучать, но и укреплять психику завтрашнего полицейского? Ну, изначально на службу в орган внутренних дел не берут всех подряд. Проводится отбор, в том числе и психологический отбор. Каждый человек характеризуется, рекомендуется для поступления в органы внутренних дел. В первую очередь рекомендуется. То есть рекомендатели уже в принципе знают, да, что человек внутренне, морально, как-то, скажем, подготовлен, при приеме закален. на службу у нас есть данные по психологических портретов конкретного человека. По каким критериям это определяется? Вот какие данные, если это не служебная тайна? Ну, во-первых, это не служебная тайна, во-вторых, это вот чисто психологические какие-то моменты, но в первую очередь упор делается на мотивацию. Зачем он идет в органы внутренних дел? Если мотивация не связана с желанием заработать много денежных средств, не связана с желанием власти. Еще какие качества для вас приоритетными являются? Ну, не бояться крови, это понятно, потому что у меня есть, например, незнакомый человек, который при виде крови сразу в обморок падает. Да, таких много людей. Да. Это нормально, но с другой стороны, вот есть человек заложена изначально какая-то жестокость, если он проявлял по отношению к домашним животным или нет. Ну, это психология очень быстро это все разглядит. Это выясняется. Да, и будет отказано в приеме. Тогда хорошо. Чем объясните вы вот суициды среди людей в погонах? Ну, я напрямую не, ну ваша точка зрения, почему это происходит? Ну, во-первых, конечно, где-то, может быть, и психологи не доработали в свое время при приеме на службу. Это большие нагрузки в нынешних органах внутренних дел, нынешних полицейских. Но это, к сожалению, зачастую и семейные проблемы, бытовые проблемы, которые, вот как было уже сказано... Значит, где-то он сломался? Значит, где-то он не выдержал. Значит, психика... Может быть, да. Понятно. Где-то что-то произошло. У меня еще несколько вопросов, я хотел бы успеть задать. Вот, Игорь Марьевич, вот, к вам вопрос. Вот сегодняшняя структура МВД не предусматривает, к сожалению, отдельное существование такого вида, как муниципальная полиция. Полиция или милиция, как угодно. Вот с прямым подчинением местным властям, как, скажем, шерифов в той же Америке, и как работала милиция вот в ваше время. Вот мне, например, жаль, а вам? Я уверен, что в определенном будущем это произойдет обязательно. Муниципальная милиция или полиция будет называться, но она будет. Скорее всего, она будет называться муниципальной милицией. И руководитель этого подразделения будет избираться населением этого города или района. Такие предложения витают в обществе. То есть я передел, да, они как бы сегодня рассматриваются и в Министерстве внутренних дел. Я связи с ними никогда не терял, не теряю. И в Государственной Думе этот вопрос как бы уже в воздухе висит. Я думаю, мы еще застанем это время, и будет. И тогда мы уже будем знать и местного начальника ГАИ,
или ГИБДД местного начальника ОБХСС, или там, как он будет называться? Нет, там немножко другая структура будет. Ну нет, ну по крайней мере, вот сегодня, вот вы даже признались накануне эфира, что вы даже своего участкового не знаете. Ведь сегодня же мы не знаем, кто возглавляет то или иное подразделение Министерства внутренних дел. Для нас все они безликие. Кроме министра, конечно. Министр, может быть, замминистра, и все. Где-то так. А простой человек, он даже не знает. Ладно, еще участковым будет знать. Хорошо, вот видите, у нас уже практически время-то эфира нас поджимает. Я хотел бы вам задать такой вот, может быть, немного неожиданный вопрос. Ваше вот личное отношение. Вот, если бы вам, Алексей Сефедович, предложили послужить год-другой в той еще советской милиции, ну, предположим так, пофантазируем. Так он же служил в ней. Нет, ну вот в этом таком матером возрасте предложили бы. Вот вы бы, для вас было бы это интересно? Вот с вашими звездами, да в советскую милицию. Да, почему бы нет? Интересно. Изнутри. Я в органах внутренних дел с 92 года. Не могу сказать, что застал прям вот советскую милицию. Но отец у меня служил в органах внутренних дел. Ну, воспитывался. А то есть вы из династии? Да. Ну, я... Ну, тогда, да, тогда понятно. Тогда... Знаю, как это А что ж было. вы меня тогда упрекали, что я, так сказать, ностальгирую по той, так сказать, советской милиции? Избыточно. Ну, избыточно. Ну, извините, но журналистика — это профессия такая эмоциональная. Хорошо, вот, Тагир Гамалевич, а если бы годы позволили бы вам вернуться на службу в сегодняшнюю полицию, вот, или вам все-таки дорого то, что сохранили себя от тех лет? Если бы такая возможность была, я бы собрал бы ту свою старую команду, и в течение полугода город Уфа опять бы вернулся в спокойное, нормальное русло. Я бы открыл все двери своих управлений, там, да, как раньше народ... Тагир Гамалевич, большое спасибо. Очень тепло ответили на этот вопрос. К сожалению, наше время уже заканчивается. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире была авторская программа «Послесловие» Азамат Саитов. У меня в гостях был ветеран Башкирского МВД, полковник милиции в отставке Тагир Фарахов и начальник Уфимского юридического института МВД России, полковник полиции Алексей Ханахметов. На этом мы завершаем наш эфир. Всего вам доброго. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио Эхо